Здравствуйте, я Наталья Сургуладзе из Батумского госуниверситета. Сейчас. Современные цифровые методы в процессе обучения французскому языку. Изучение иностранного языка довольно сложный комплексный процесс. В эпоху глобализации преподавания, помимо традиционных методов обучения, требует от учителя владения современными технологиями и применения на практике. Такой комбинированный процесс обучения в конечном итоге принесет улучшенные результаты. Если в прошлом книга «Живое слово учителя» и среда обучения играли ведущую роль в учебном процессе, то сегодня мы сталкиваемся с множеством вариантов выбора. Изучению иностранного языка способствовало широкое использование цифровых методов, которые сделали широкое использование компьютеров, смартфонов или планшетов легко доступными и доступными для людей любого возраста, как дома, так и в учебных заведениях или языковых центрах. Современные цифровые материалы на французском языке стали более или менее доступными почти для всех через интернет. Французские интернет-сайты предлагают довольно богатый цифровой материал, электронные научные журналы, онлайн-упражнения, иллюстрированные словари, корпуса французского языка, цифровые библиотеки, видео и аудиоуроки, видеофильмы, скачиваемые электронные книги или художественная литература. Эффективный инновационный процесс обучения невозможно представить без использования современных технологий. Обучение иностранным языкам не исключение. В нашей стране очень много делается в этом направлении на уровне законодательства. Стандарты современного образования в Грузии, которым необходимо безоговорочно соответствовать стандартам аккредитации высшего учебного заведения, ориентированы на материально-технические ресурсы, среди которых компьютерное оборудование является одним из важнейших. Государственные и частные высшие учебные заведения делают многое, чтобы предоставить студентам компьютеры и соответствующие программные ресурсы. Тем не менее, в высших учебных заведениях часто наблюдаются недостатки предоставления мультимедиа. Во Франции внедрение в учебный процесс цифрового метода имеет долгую историю. По словам Тьерри Субри и Шарлотты де Жан-Тикуэр, цифровой метод был введен в преподавание французского как иностранного в школах в 1999 году. Между книгой и цифровым методом установлена тесная связь. И в рамках европейского проекта BubbleNet и издательство Didier предлагает 3 уровня книги Браво и сайт Канал Веб. Этот сайт функционирует в данный момент и предлагает соответствующие активности и методическую помощь тем заинтересованным лицам, которые хотят овладеть французским языком. Целью внедрения цифрового метода было облегчение школьного портфолио учеников, который заменит существование учебника на PDF-файле в 2000 году. Эта инициатива была осуществлена Акитенским регионом. Использование цифровых книг впервые осуществились с третьеклассниками. Осуществить доступность в цифровом виде тех величайших знаний, накопленных на протяжении многих веков. В 1999 году в Лиссабоне
Евросоюз разработал инициативу электронного обучения с целью ускорения адаптации к цифровому веку образования и обучения в Европе. Последнее означало не только довести и обучить учителей, как использовать технологии, но изменить целиком и их практики. Быстрый технический прогресс сделал все более важным использование цифровых методов в процессе преподавания. Это преподавание обучения. Это стало особенно важным в условиях глобальной пандемии, когда весь мир был вынужден перейти на дистанционное обучение. Несмотря на то, что идеальный полный переход на электронное обучение осуществился не просто как для учителей, так и для учеников, в настоящее время, когда практически у всех студентов есть мобильный телефон, который в большинстве случаев подключен к интернету, пользоваться мультимедиа через мобильные устройства очень упрощены. Правда, в этом случае финансовая нагрузка полностью переносится на студента, если учебное заведение не предоставляет услуги бесплатного Wi-Fi. Действительно, даже в этом случае реальное участие в процессе выполнения заданий представляется тяжелым и трудным. Однако, если время, отведенное на выполнение задания, будет сведено к минимуму, студент не сможет параллельно заняться неучебной активностью, так как он не успеет сделать задание. Таким образом, по сравнению до сих пор используемыми другими учебными техническими средствами, мультимедиа использует множество сенсорных каналов, использует современные технические устройства, носители информации и кодирование. Дает возможность соединить нескольких партнеров коммуникации, коммуникантов, знакомых и незнакомых, отдаленных друг от друга на расстоянии тысячи миль или же находящихся бок о бок. Дает возможность использовать множество материалов из разных библиотек и иную печатную информацию аудио или аудиовизуального типа. Включает в себя аутентичные и учебные материалы, готовые материалы и возможность создавать новые материалы с использованием соответствующего программного обеспечения. Дает возможность использовать все это гибко. Для использования мультимедиа необходима соответствующая компетентность, навыки использования технического и программного обеспечения, с помощью которых человек сможет освоить новые медиа, чтобы он смог самостоятельно осуществить доступ к новой информации и ее обработку. Учебные курсы, в которых интегрированы коммуникационно-технические средства, не отклоняются и не противоречат традиционной образовательной среде, процессу обучения. Напротив, предлагает богатый набор педагогического и методологического репертуара, учебные материалы и методы оценивания, основывающиеся на традиционную образовательную практику и в то же время пытается восполнить проблемы, характерные для традиционного образовательного процесса. Курс иностранного языка должен основываться на стандартах, принятых при планировании и организации общеобразовательного процесса в целом. Должны быть восполнены теми компетенциями, которые конкретно важны при преподавании народного языка, неродного языка. В этом отношении электронные устройства обладают значительным потенциалом. Курс французского языка должен включать в себя как можно больше мультимедийных средств. Графический дизайн, аудиопродукция,
тексты, оригинальные тексты песен, которые облегчают овладению использованием языка, видеопроизводство, эффективно для развития целевой культуры и невербальных коммуникативных навыков и так далее. По мере языкового прогресса студента желательно увеличить подачу естественных, аутентичных текстов, которые ярко отражают специфику изучаемого языка и подготавливают студента к участию и в реальной коммуникативной деятельности. Записи могут быть подготовлены из телепрограмм, повседневной жизни, радиопрограмм, спектаклей, а тексты подбираются с учетом различий в жанрах и стилях. Понимание живого разговорного французского языка сопряжено с множеством трудностей, часто значительно отличающихся от формального разнообразия языков. Поэтому важно постоянно слушать на современном французском языке как тематические диалоги, интервью, так и другие аудиозаписи, и уметь также воспринимать их. Прослушивание аудио-видеоматериала проводится под руководством учителя и направлено на исправление фонетических ошибок. А цель коммуникативной деятельности – овладеть навыками свободного использования языка. Практика разговорной речи помогает решать педагогические задачи, вербальное общение, реальные жизненные задачи. Обучение лексики означает не только обучение высокочастностной или нормативной лексики в соответствии с контекстом. Электронные СМИ естественным образом создают среду, в которой учащийся случайно сталкивается с одним и тем же словом много раз, с его синонимами и манипулирует лексическими элементами, как в рецептивной, так и в репродуктивной деятельности, делает комбинации речи, письма, слушания и чтения. Более того, при общении по электронным каналам оно происходит в совершенно естественной среде, без особых усилий, с учетом интересов учащихся. Электронные инструменты могут использоваться для развития словарного запаса как во время учебного курса, так и индивидуально осуществляется учащимся. Общеизвестна истина о том, что изучение языка – это также изучение культуры. Культура – это основа общения, в нашем случае и учителя французского языка, и студенты, изучающие французский язык, должны знать литературу, традиции, культурные ценности изучаемого языка, их убеждения, культурные ценности, веропредставления и так далее, в ознакомлении которых наиболее важную роль играет интернет-пространство. Подача соответствующего материала является необходимым в процессе обучения. Таким образом, внедрение современных цифровых технологий, преподавание иностранного языка играет важную роль в процессе изучения иностранного языка как для учителя, так и для изучающих язык. Свидетельством чего и явилась глобальная пандемия. Использование современных мультимедиа и ее интегрирование в учебный языковой курс позволяет разнообразить сложный и длительный процесс изучения языка. Студент больше не ограничен во времени и пространстве. Включение электронных средств в процесс обучения обеспечивает развитие всех необходимых навыков и компетенций, а также возможность овладеть знаниями, необходимых для достижения цели изучающего язык. И в конце я представляю те коммуникативные электронные ресурсы,
которые мы используем при обучении французского языка. Спасибо за внимание. Спасибо вам тоже, Калбатону Наталья. Нато აიღე ეს ეკრანი, რომ კითხვები თუ შეგვეკითხები დახურეთ. Değerli hocalar, soruları olursa lütfen Natalya Hanım cevap verecek size.